Из Восточного Туркестана продолжает поступать информация о положении заключенных тюрем и лагерей перевоспитания. По сообщениям Sky News, источник одной из европейских спецслужб подтвердил подлинность видео, на котором запечатлены сотни арестантов в наручниках и с повязками на глазах. Международные правозащитные организации заявили, что из 3 миллионов заключенных, большинство из которых являются уйгурами, 500 тысяч отправлены в тюрьмы провинции Шидонг и других регионов Китая. С другой стороны, на место ссыльных уйгуров и других тюрков в Восточный Туркестан переселяют этнических китайцев. Казахстанские полицейские пресекли протесты, организованные против политики властей и китайской экспансии. Народ выступил против несправедливого распределения доходов, нарушения прав человека и призвал к отставке правительства, руководившее страной 30 лет. Протестующие выразили свое недовольство растущим влиянием Китая на экономику страны, увеличением количества китайских компаний, отсутствием возможностей трудоустройства и мизерной заработной платой. В Нур-Султане и Алматы задержаны по меньшей мере 57 участников протеста. В Китае задержан американский пилот, направлявшийся в Гонконг, в багаже которого было обнаружено пневматическое оружие. Китайское правительство обвинило США, Англию и Атлантический союз в поддержке митингующих и дестабилизации Гонконга. Для подавления антиправительственных протестов полиция Гонконга применила силу и слезоточивый газ. Тысячи участников акции собрались в районе Тюаньмун, где группа молодых людей сорвала китайский флаг и забросала коктейлями Молотова станцию метро. Иран совместно с Россией и Китаем проведут учения в Оманском море и на севере Индийского океана. Об этом сообщил глава отдела международных связей Генерального штаба иранской армии Мухаммед Шальтуки, который напомнил, что это первые после культурной революции совместные учения Ирана с Россией и Китаем.